благородной белой плесени, упакован в такие деревянные коробочки. Стараемся европейский стандарт. По-европейски за татарстанское сырье сыроварня из Камского Устья взялась ровно год назад, а уже сегодня эти сыры в магазинах республики и страны. Крупные торговые сети и ее директор считает лучшей возможностью как найти покупателя, так и заработать. Это самый, считаю, оптимальный вариант, потому что на сегодняшний день объемы дают только вот такие крупные торговые сети. Причем выигрывают как переработчики, так и производители. Все молоко для сыра к ним идет из фермерских хозяйств района. 2 года назад они объединились в кооператив, и теперь сыры из их молока на полках крупных торговых сетей. Именно мы как раз этим и хотим заниматься, и это будем стремиться к этому. Покупатели, мы, как знаем, очень любят из категории фреш все местное. На встречу идут и сами сети. Сегодня фермерам объяснили, как можно заявиться в них. Нужно заполнить форму на сайте и подготовить документы. Если продукт устраивает, то он появляется на федеральном прилавке. Наши фермеры, кооператив говорят, что поставили товар, его по видеомонитору смотрят даже в центральном офисе, вплоть до, скажем, Краснодара, да? А вот образец продукта из Татарстана, который уже на прилавке. Читаем. Произведено с Сакуры, Лаишевский район. Состав: мелисса, ромашка, зверобой, вишня. Почти все, что растет там. Свою историю сам Рамиль Ярулин считает успешной. Их чай теперь покупают по всей России. Но какой успех, такая же и ответственность. Необходимости прохождения аудита пищевого производства, необходимости отстраивания своей логистической цепочки таким образом, чтобы поставки осуществлялись в точный день, в точный час. В таком случае продукты примут в сети. Ритейлеры готовы выставлять их не только в республике, но и всей России. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.